Салам алейкум, хурматлы миллетташтар, хаумагы достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас очередной разговор с известным уже всем Ишмурат Хазратом. Есть о чем поговорить. Мы хотели бы, скажем так, поговорить о прошедшем годе, который прошел, ну и вообще поговорить о сегодняшних текущих событиях. Прежде чем мы начнем, прошу вас поставить лайки, подписываться на мой канал, писать комментарии, распространять вообще видео и просить других ваших родных и близких подписываться на канал, на мой канал, на канал Ишмурат Хазрата. Ссылка будет, на его канал будет в описании, чтобы вы просто знали альтернативную информацию. Салам алейкум, Ишмурат Хазрат. Алейкум ассалам, Руслан, тебе, зрителям твоего канала и всем, кто смотрит. Ишмурат Хазрат, сразу хотел бы начать с того, прошел год 2024, который, я бы сказал, что достаточно такой сложный год был, на мой взгляд. Как ты считаешь, как бы ты охарактеризовал этот год? Был ли он сложный? Какие бы ты выделил в нем наиболее такие серьезные события? Особенно в первую очередь касаемо, конечно же, нас, башкирского народа, Республики Башкортостан в первую очередь. В том числе, конечно же, и события, которые произошли в России, в мире, которые непосредственно касаются тоже нашей республики, затрагивают нас. Скоро ровно год этим громким событиям, которые уже сейчас называют баймакскими событиями, и в Википедии они есть. И что самое интересное, эти новости я как-то смотрел, сидел, гуглил, можно найти на таких языках, на которых раньше про башкир вообще ничего не писали. Эти народы, которые на этом языке читают, в принципе, о башкирах знают очень мало. Например, те же самые наши собратья, сородичи, даже в каком-то смысле, турки. Если посмотреть, турки же, они очень мало знают про башкир. Турки. Писалось и на французском языке. Очень много информации было на английском. И причем такие серьезные ресурсы, как Le Monde французский. На немецком, по-моему, только я не нашел, как ни странно. Этим событиям скоро ровно год. И эти события, понятно, мир удивили, но очень сильно потрясли они башкир. Как мы это вычисляем? Мы же смотрим по каким-то таким, неофициальным каналам, по признакам, по реакции народа, как люди пишут какие-то стихотворения, делятся в соцсетях. Те люди, которые, в принципе, казалось бы, должны были бы озвучивать противоположную точку зрения, что, якобы ничего такого нет, что это никоим образом не повлияло на нас, но тем не менее даже такие вполне официальные люди, говорящие головы, даже они с печалью вспоминают эти события. Так что пока что мы говорим про баймакские события, они действительно сильно потрясли и мир, и самих башкир. И уже следующие события, о которых, может, мы сейчас будем говорить, они как раз ведут свои ниточки к ним, с чего и начинался год. Надо, наверное, еще продолжить, что правильно ты сказал, что баймакские события, они не закончились в тот же день, то есть, как произошли, или в течение нескольких дней. Они имели далеко идущие печальные последствия, как арест больше 80 башкир, которые сейчас сидят в тюрьмах. Это и гибель 2 башкир. Это и инвалидом оставили еще одного башкира. То есть, и это и то, что некоторые башкиры были вынуждены бежать из-за этих событий из России, просить политического убежища, как минимум 2 человека мы знаем. То есть, реально последствия были очень печальные, но в то же время, смотри, точнее даже не я, а некоторые определенные люди, в том числе к ним я себя тоже отношу,
которые считают, что вот, как говорится, все, что, ну, и ты тоже так же знаешь, да, что все, что не происходит в мире, вообще все происходит по воле Аллаха. И, соответственно, эти события, они были предопределены. Если мы верим в Аллаха, верим в предопределение, то мог отнести к событиям такие, как сакральная жертва, да, есть такое понятие. То есть, когда народ, который борется за свое выживание, за свою идентичность, за свою свободу, за то, чтобы оставаться башкирами и разговаривать на своем языке, и если против них идет какая-то серьезная война со стороны там, централизованного государства, силовых структур и так далее, ну вообще всей вот этой имперской машины, то жертвы, они в любом случае как бы будут в такой ситуации. Жертвы в любом случае будут. И хорошо тогда, если в любом случае жертвы есть, то хорошо тогда, чтобы эти жертвы были не напрасными. Чтобы люди, которые понимают, что вот эти жертвы стали сакральными жертвами, что мы должны извлекать уроки из этих событий, понимать, чтобы не были эти жертвы были напрасными, соответственно, мы должны продолжать бороться, поднимать наше национальное самосознание, наш рух, для того, чтобы они действительно не остались напрасными этими жертвами, чтобы мы в итоге довели нашу борьбу до победы. Или ты не считаешь так, что вот что это, ну, как бы произошло, это надо быстрее как-то забыть, пережить это и жить дальше? Вообще, конечно, если вот делать анализ этим событиям, можно было писать очень долго и много, целые статьи, книгу, да, может даже отдельную, назвав ее «Баймакские события». Но лично мне, рассуждая про это все, всегда очень тяжело. Почему? Потому что даже самые близкие люди, по крови, близкие родственники, они смотрят на эти события так, что это было чем-то таким ненужным, да? Что люди страдают по факту. Сейчас много семей лишились там кормильца и так далее. И вот в принципе этим людям что-то доказать очень сложно. Ну, как вот, допустим, я, Ишмурат, буду в какой-нибудь семье, где жена, возможно, больна, да, онкологией. Такие случаи есть, ну, были, мы знаем. Человек оставил, например, 8 детей. Это первый фигурант, кому озвучили приговор, если я вот правильно сейчас помню. И так далее. Можно продолжать. Вот по исходным данным сегодняшнего дня эти люди действительно, ну, будут немного правы. То есть убедить их сложно. Но в то же самое время, вот что мы только что озвучили, если это событие получило вот такой резонанс, заговорили о правах народов, заговорили о том, что такое российский суд, да, как там делаются митинги и так далее. Но понятно, что значит, за это заплаченная цена, она все равно была не напрасна. Вот ты упомянул, например, некоторых людей, которые были вынуждены бежать и просить политическое убежище. Вот отмотаем на лет 10 или 15. Я знаю лично многих людей, которые лет 10-15 назад прибегали в какую-то страну там, ну условно пусть, Польша, Германия, неважно. И когда эти люди говорили, вот у нас там ущемление прав, я не могу выражать свое мнение, я даже не могу издать книгу, меня ни за что, ни про что записали там в экстремисты, да? Как относилась Европа, США в целом вот к этим людям? Они, вернее, эти страны, эти структуры относились к ним как к каким-то выдумщикам. И не зря вот это выражение, да, там, Путин, Ферштейры, да, то есть немецкое слово Ферштейн, понимаете?
то есть понимающий Путина. Вот я знаю лично человека, которому в Германии сказали: слышь, Путин это прекрасный человек. Красавчик, да. Он победил терроризм. Он, грубо говоря, с его руки сколько стран кормятся, да? В то время кормились и так далее, и так далее. Можно продолжить. Вы что это говорите? Россия это и партнер, и демократическое государство, и так далее, и так далее. И там Достоевский, Пушкин, Толстой, и так далее. Что вы нам тут выдумываете? Было вот такое отношение. А вспомним те видео, в которых там Путин, помнишь, вот так развалившись, так вальяжно, там какие-то анекдоты травил. Просто он стебался над этими всеми. Да, опаздывал на встречу почти на час. Да, типа, вот, что-то там какая-то анекдот, брачная ночь. Вообще другое отношение было к нему и вообще к стране в целом. И мы уже, не забываем про наших дорогих братьев-чеченцев, да, вот как, не то, что вот к нашим, а к их историям как относились. А что говорить про Башкортостан? Где это? Вы что говорите? Ну-ка покажи на карте, где этот Башкортостан. Да, где-то не могли даже какие-нибудь условные французы, немцы понять, где он вообще находится. Вот только после вот этих событий, соответственно, после вот таких трудных событий, трудностей, жертв, только люди начинают обращать внимание на то, чем мы живем. Я извиняюсь, это может немножко эмоций, может быть сумбурно, но я думаю, все равно что-то смог объяснить сейчас. Все правильно. Я бы еще, смотри, добавил бы, вот если ты говоришь, что о родственниках, я прекрасно понимаю, у меня у самого трагедия в семье, когда брата посадили, и тяжелый разговор там с родственниками и так далее был. Но все понимают, в принципе, все понимают, откуда идет, скажем, откуда растут вот эти вот преступления, откуда идут эти уголовные дела. В то же время можно же так вот рассуждать, что во времена Салавата Юлаева, допустим, когда он там воевал на стороне Емельяна Пугачева, и восстание было подавлено, проиграно, можно сказать, да, война была проиграна, начинались репрессии, и мы знаем, что у Салавата Юлаева и вся деревня была сожжена после того, как его отца отправили на каторгу. И не только его деревня, но и деревни всех ближайших его родственников, там ближайшие 7 там, деревень. Понятно, что люди, которые тогда страдали, у которых там мужья погибли в этом восстании, в этой войне, которых отправили там на каторгу, там в рабство раздали, в крепостные и так далее, в христианство силой там, да, обратили. То есть понятно, что они, наверное, тоже проклинали в какой-то мере там и Салавата Юлаева, наверное, там и других наших там предводителей. Говорили, что вот, и ты там принес беды и так далее. Но в итоге-то на сегодняшний момент Салават Юлаев это национальный герой, и все гордятся им, башкиры. То есть вот тут как бы разные, то есть сакральная жертва Салавата Юлаева в итоге на тот момент обернулась, возможно, кому-то горем, но в итоге для башкирского народа это сегодня символ свободы, символ борьбы за свои права. И недаром сегодня там Москва пытается уничтожить этот образ. Вот он стоит там за моей спиной, Салават Юлаев, пытаясь его уничтожить, снять памятник и так далее. Это же как бы борьба символов, да. Поэтому и в будущем, вот я всегда сравниваю наши баймакские события с событиями в Казахстане 1986 года, алматинские события, когда тысячи казахов вышли, казахская молодежь вышла там против того, что первым секретарем Компартии Казахстана поставили русского там Колбина вместо там казаха. И тысячи казахской молодежи вышло протестовать, их начали разгонять. Там, кстати, набирали в дружинники русских из заводов, алматинских заводов, именно из русских набирали дружинников, их вооружали прутьями железными, плюс сами МВДшные войска, то есть с саперными лопатками, там, потом из шлангов, из пожарных машин поливали зимой, это было в январе, это же было в декабре это было, поливали там водой холодной, там кого-то убили, кого-то там сделали инвалидом.
посадили огромное количество, кого-то расстреляли даже. То есть на тот момент я уверен, что там отчислили огромное количество людей с работы, с учебы и так далее. Я уверен, что там было множество, и там же все обвинили опять, что это националисты, казахские националисты, во всем виноваты, вот они, все, у вас там наркоманы и так далее. Были семьи, которые, наверное, вот кляли, наверное, тех, кто вышел, говорили зачинщиков, также говорили, вот, вы там подставили нашего сына, моего сына там посадили в тюрьму, моего сына там исключили из института, мой сын там теперь не может устроиться на нормальную работу из-за вас, вот из-за вас националистов. То есть, а через 5 лет, прошло 5 лет, и Казахстан стал независимым государством, и этот день стал Днем независимости Казахстана, и эти люди, вышедшие, стали героями. То есть, надо всегда смотреть, я считаю, что как бы, объективно, со всех сторон такие события, и к чему они приведут. Да, сегодня эти жертвы чтут, их портреты носят, там, почетные караулы и так далее, и так далее. Ну, ролик был недавно. Да. Я хотел добавить, Руслан, что вот мысль, которая бродит в умах некоторых людей, чтобы не показалось им, что Руслан Габбасов, который науськал, отправил вот эту толпу туда, да, и сейчас делает выводы там, значит, по истечению года, вот, типа, извините, вот мы пошли на сакральные жертвы. Да, я обращаюсь не к тебе, а к зрителям и к народу хочу сказать. Вот эти ваши обвинения, что Руслан Габбасов всех собрал, отправил туда. Если бы Руслан сказал противоположное, пусть никто туда не ходит, его голос затерялся бы вообще в этом информационном потоке. Мы говорили и продолжаем говорить. Люди туда пришли по зову сердца. И было не один, а несколько роликов, где люди сами говорили, мы пришли сюда сами. То есть мы пришли на вполне законных основаниях, да, поддержать своего, выразить свое мнение. А вы что вообще хотите? Вам что, народ бараны, что ли? Вот все в одни ворота, да? Вы значит, пишете какие-то доносы, вы там из рук вон плохо оформляете дела и хотите человека там запрятать, да? И чтобы никто ничего не говорил. Я понимаю, конечно, есть люди, которые мечтают об образе Северной Кореи. Чтобы вот когда надо, эта толпа есть, они машут флажочками, приходят, да, там, как вот после этих событий там собрали же на телецентр. А когда не надо, там никого нет. Вы такой народ хотите, мы понимаем, конечно. Но те люди, которые туда пришли, собрались вопреки вам, то есть вопреки вашим желаниям, вопреки хабировцам и тем, кто сейчас там рулит в Башкортостане, это они сделали сами по зову сердца. Поэтому не надо, Руслан, если сам себя защищать будет понятно, не настолько убедительно, я говорю как есть. Я бы еще добавил бы здесь, Ишмурат Хазрат, по поводу вот тех наших башкирских общественников, которые начали искать врагов, искать тех людей, которые якобы собрал, всех подставил там внутри своего башкирского общества. То есть вот тем самым оказывая вольно или, может быть, невольно или вольно услугу вот тем самым там хабировцам, тем самым там чекистам, когда начали искать, там, делать раскол какой-то в башкирском обществе, там, и искать виновных среди своих же, что это вы собрали, вы помогли, там, вы там направили всю эту толпу и так далее. То есть это было, во-первых, с одной стороны смешно смотреть, с другой стороны грустно было смотреть вот на вот эту вот свору, я бы назвал бы, людей, которые вот так вот ни с того ни с сего начало там обвинять всех подряд, там, выпускать ролик за роликом, задавать какие-то вопросы непонятные друг другу, там, устраивать какие-то там батлы в прямом эфире. Ну, очень некрасиво повело себя некоторая часть башкирского общества. Вот тот момент, когда нужно было объединяться всем вместе, они вот начали вот такой раскол. Это вот это я хотел добавить. Люди фитны тоже, да, вот в этот пазл. Ну, давай
назовем их людьми фитна, хотя я не обобщаю. Потому что когда начинается какой-то разбор полетов, иногда даже вполне нормальные люди просто оказываются вовлечены в какие-то некрасивые разговоры. Вот люди фитна, какие-то условные бывшие или, я не знаю, действующие менты, когда оказываются и начинают раскачивать именно башкирскую общественность, да, вот как их можно выявить? Я просто про таких людей имею ключ, инструмент, как вот их выявлять. Люди, которые на стороне добра, они, даже если где-то ошибаются, в целом они потом бывают задействованы в каких-то хороших проектах. Вот, например, если именно брать баймакские события, если, например, кто-то рассуждает не так, как мы с тобой, но пусть даже категорически не согласен, может и нас ругает там, что мы собрали какую-то толпу, да? Но от этого человека, если есть что-то хорошее, вот он ходит, например, помогает семьям, он собрал какой-то маленький бюджет, он доезжает до этих семей, да, успокаивает их, он пишет именно такие неудобные моменты против против беспредела. Мы же знаем, что там были провокаторы, да, из ментов. То есть, если он вот такой, значит, он на стороне добра. А если какой-то человек появляется и начинает вот там, этот виноват, а этот пусть покается, а этот вот пусть сам сдастся и так далее, и так далее. И при этом, да, от него, вот смотри, ни в каких-то других местах он же не фигурирует. Он же не пишет статьи, а давайте если мы поднимаем такие вопросы, что найти виноватых среди нас, а где твой голос найти провокаторов, вот тех, которые там снег кидали? А почему ты про систему не скажешь? А почему ты, например, не посвятишь свои дни и месяцы тому, чтобы вот вопрос доноса поднять? Да, или Рифата Даутова убийство, да? Только в одну сторону работает, да. Вот это выявление их врагов работает только в одну сторону. И еще, подытоживая, и при этом они же живут спокойно у себя там. Потом ты можешь их увидеть где-то, они кого-то на выборах, перевыборах они участвуют. Они имеют доступ к каким-то там официальным там мероприятиям. Понимаешь, вот кто-то скажет, не кажется ли тебе странным? Нет, мне странным не кажется. Я просто вижу, что эти люди не на стороне добра. Я бы еще добавил здесь, что до сих пор так и не расследовано убийство Рифата Даутова, и тело закрыто, и никто из общественных тех же самых не поднимает этот вопрос вообще перед силовыми структурами, перед Следственным комитетом, перед Хабировым и так далее. У нас есть патриоты, у нас есть искатели правды, у нас есть искатели там, кто виноват и так далее, да, куча. А почему в этих вопросах? А где они в этих вопросах? Там не подавать никакого звука 8 или 10 месяцев, а потом раз там выскочил и, очередной ноу-хау, да, в информационное пространство. Ладно, тогда перейдем к следующим событиям. Какие бы еще ты отметил события произошли в прошлом году? Вот, по крайней мере, что ты можешь сказать в прошлом году мы узнали о смерти Алексея Навального в тюрьме. Вот как бы ты мог прокомментировать это событие? Я, честно говоря, вообще в истории новейшей России для меня и этот человек, и это событие останется какой-то странной загадкой. Я всегда удивлялся людям, которые, с одной стороны, имеют такую харизму, много прочитали, много чего исследовали, изучили. Уж кто, он-то должен был сделать выводы, да, что такое Россия, что такое российская тюрьма, правосудие. Наверное, есть действительно люди, у которых просто романтизм неизлечим.
видимо, это какая-то болезнь. Вот это все в одну коробку. Какой-нибудь Навальный, там, Яшин, да, там, Кара-Мурза. Их, знаешь, или отравили, или уже... Вот есть среди них те, заметь, кого убили до конца, в том числе отравив. Есть среди них те, которых наполовину отравили, да, если я там правильно помню, вот этого же Кара-Мурзу наполовину там отравили. И есть тех, которых не успели убить, такой как Илья Яшин. Но у всех у этих людей, вот, значит, Россия. Нет, это только Путин плохой. Он взял в плен всех вот этих прекрасных людей, которые там в тюрьме конфетки подкладывают в карманы и так далее, и так далее. Да. Я просто не понимаю, как эти люди, все-таки не дал им Аллах понять, что это такое. И российская тюрьма, и как только вернулся парень, этот Навальный, да, у меня уже было, что он будет убит тем или иным способом. И очень много же блогеров говорил, ну его убьют. Лично для меня это не было никаким сюрпризом, будем так говорить. Ну, надо отдать должное, Шмурат Хазрат, что все-таки Навальный, который начинал и которого мы знаем как человека, который сперва участвовал в русских маршах, да, и ходил там с этой тряпкой, да, имперкой, и говорил о том, что не нужно, чтобы национальные языки были обязательными для изучения, и не нужны никакие договоры между республиками там, да, и федеральным центром. Но в последние месяцы, наверное, последний год, может быть, свои отсидки, мы знаем из его публикаций о том, что он сделал, скажем так, вообще изменил свои взгляды по отношению, допустим, к мусульманам. Он говорил о том, что там вот мусульмане, у меня, говорит, изменилось отношение к ним, я их стал больше понимать, что это сегодня самая преследуемая часть населения Российской Федерации. Также у него изменилось отношение и к языкам, к народов. Он говорил, что вот у меня, говорит, изменилось отношение, я, говорит, пообщался здесь со многими там узниками и так далее. То есть человек, видно, что пообщавшись, видать, с глубинным народом, а не с теми, кто там, российская оппозиция себя всегда считала там высшим обществом, именно с глубинным, с простым народом, разным народом, разных национальностей, в первую очередь с мусульманами, видать, как-то изменились свои взгляды. Потому что, если изменились у него, то это, по крайней мере, никак не повлияло на его сторонников, сегодняшних навальнистов, тех же самых, которые сегодня, сидя за рубежом, продолжают кричать о прекрасной России будущее, никак не поддерживают национальные движения и против того, чтобы национальные республики получили свою независимость. Это вот как бы так. А вот еще такой момент хотел бы, чтобы ты тоже прокомментировал: обмен политических заключенных. Мы знаем, что произошло такое большое событие, обмен политических заключенных. Несколько политических заключенных, тех, которых ты уже упомянул, там Илья Яшин, да, Кара-Мурза, мы знаем, Пивоваров, были освобождены, обменены, точнее, на там других заключенных. В том числе среди них была и с нашего Башкортостана, скажем так, навальнистка, да, председатель, глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Вот что ты можешь сказать по этому обмену вообще, по этому событию? То, что я скажу, очень многим, конечно, не понравится, но на сегодняшний день, вот на начало 2025 года, 2025, это мое представление о мире. А обмен вот этих людей, это такое маленькое отражение европейского взгляда на Россию. Вот я вообще не беру там среднестатистических европейцев, а возьмем, сразу выше. Вот институты, да, европейские, президенты, в том числе вплоть до Байдена, США, они смотрят на Россию все равно таким руссоцентричным взглядом.
Для них есть Россия, и в России есть прекрасные русские. Те самые русские, о которых писал Достоевский, да? Которого они там читают, в какой не зайди, ну, какой магазин не зайди, Франция, там, Германия, Польша, вот этого Достоевского они читают, да? То есть у них представление о России, как, значит, прекрасные люди на тройках ездят, какие-то С там бубенцами. Да. Вот. И если в данный момент мы должны найти каких-то чудесных таких людей, то как же, а что они, не русские что ли будут? Ну, а то, что там есть какие-то, значит, абсолютно на японцев похожие, на вьетнамцев похожие тоже люди в России, да? А еще они чего-то там хотят, а их тоже за что-то там в тюрьму сажают. Ну, это, видать, какое-то недоразумение, да? Примерно вот такое. Пусть Аллах меня простит. Я очень хотел бы ошибаться, что это так, на самом деле. Но я именно вот таким вижу. И понятно, вот образу вот этой прекрасной России и прекрасных русских кто больше подходит? Естественно, подходит Юлия Навальная. Она даже как аллегория к России, да, такой персонификация России всей страны в одном человеке. Вот есть прекрасная Юлия, которая там за прекрасное будущее России. Ну, примерно вот так. И у них, ну, политические заключенные, для них вот как раз, ну, может быть, есть и элемент такого скрытого национализма тоже, да, то есть они же все-таки и расово, как бы ментально, с религиозной точки зрения все-таки ближе к ним, друг к другу, обмененные вот эти. Ну, я бы очень хотел бы ошибаться. Я бы хотел добавить здесь то, что многие нас спрашивают по поводу обмена наших башкирских политических заключенных. Есть ли какие-то сподвижки, проводятся ли какие-то переговоры по поводу того, чтобы там обменять Айрата Дильмухаметова, там, Фаиля Алсынова, Рамилю Саитова. Да, есть такие, скажем так, действия. Создана целая группа правозащитная при Лиге свободных наций. Вот флаг сзади меня висит этой лиги. И ведутся переговоры. Очень много задействовано разных известных правозащитников по этому поводу. И Айрат Дильмухаметов включен в приоритетный список от нас, еще раз говорю, от представителей национальных движений, включен в приоритетный список на обмен. Но помимо нас, еще раз говорю, есть хорошие русские, те же самые, которые ведут свои переговоры. Кого они хотят обменять, мы не знаем. И, соответственно, у нас с ними очень плохие контакты, они не идут на контакт ни на какой. По поводу наших, как я сказал, Айрат Дильмухаметов включен, Рамиля Саитова включена, Фаиль Алсынов не включен, потому что он отказался, насколько мы знаем, насколько нам сообщили, отказался от того, чтобы его обменяли. Он, как нам передали, что срок маленький, что он досидит до конца. Вот. И мой брат Рустам Фаридинов тоже включен в этот список. Вот. А кого уже обменяют, ну, это я не знаю, как бы это уже не от нас зависит, а будет зависеть от тех властей, которые будут рулить этим, скажем, процессом. Вот. Ишмурат Хазрат, ну, наверное, еще можно, какие еще бы ты отметил? Ну, вот выборы Хабирова, что ты можешь сказать? Вот, человек переизбрался, несмотря на весь свой, скажем так, негатив, как его ненавидят все, в первую очередь башкирский народ, да, какой у него был, скажем, карт-бланш, когда он, кредит доверия, когда он пришел в республику, и какой сейчас у него, да, авторитет ниже плинтуса, можно сказать, там, и все равно он переизбрался там на второй срок. Сколько там нарисовали? 82%, по-моему. Там Путин его поддержал. Хорошо это или плохо для Республики Башкортостан, по-твоему? Вот то, что он переизбрался на второй срок. Точнее, переизбрали его, переназначили. Вот так правильно говорить, наверное. Ну,
звучит странно, мне кажется, пусть лучше так будет, чтобы люди, это такой уже готовый кейс, готовый инструмент воспитания нас, башкир, нашего народа, чтобы они знали, как вообще относятся к ним, к их выбору. Если до сих пор еще остались люди, которые верят хотя бы там в малейшую вероятность влияния на эти выборы, то этому человеку просто лечиться надо, ну его забирать надо в специализированное учреждение. Уже всем показали, что такое выборы, да? Всем показали, как вообще относятся к вашим главам, к мнению народа, поставив Хабирова. Вот так. Поэтому те, кто пусть до сих пор спал, да проснутся и поймут. Вот. Ну а Хабиров, а что он еще не сделал? Все, что он мог сделать, в принципе, он уже сделал. Значит, это его способности. В принципе, он себя исчерпал. Это, например, не какой-нибудь Кадыров, что ли, скажем. Возможно, попытался бы немножко другой режим там установить. Поэтому, да, господи, пусть пока посидит. Но пока он сидит, нам надо, конечно, делать уже другие выводы, другие дела. Кстати говоря, вот я там пробовал же у себя на канале опрос запускать. Вот типа Хабиров, еще там пару кандидатов там писал. И было видно, что там он вообще ничего не набирает. Ну там, я не знаю, там 1-2% что ли. Я еще так потроллил, поиздевался. Смотрите, как бы истинный его рейтинг. И буквально там за час, по-моему, на 70% взлетел его рейтинг. Ну, понятно, да, о чем. То есть, Ботоферма Назарова работает. И сразу можно несколько выводов сделать. Значит, не совсем уже не совсем и игнорируют, если они читают, как-то пытаются реагировать и даже как-то подключают какие-то инструменты. Ну, значит, не зря мы стараемся. Да, я бы со своей стороны так бы прокомментировал переизбрание Хабирова на второй срок. Считаю, что есть в этом и плюсы. Хотя я очень негативно к нему отношусь. И была моя воля, я бы с удовольствием там его бы включил бы в расстрельный список этого чувака. Но мы, как я и говорил всегда, мы будем его судить в будущем. Иншаллах, человек суд, и будет ему приговор тот, который он заслужил. Но в чем плюсы я вижу, то, что он остался на этот срок. Вот представим, что он переизбрался, точнее не переизбрался, да, вот он не переизбрался, вместо него, допустим, Путин после баймакских событий, скажем там, разозлился на Хабирова, сказал, что все, убираем его. Вот обычно как бывает, он же бывает так, что не просто мы выбираем тех, кого выставляют партии. У нас, кстати, никто не может не партийный избираться по выборам, по нашим выборам Республики Башкортостан. Самовыдвиженец не может избраться, он должен идти обязательно от какой-то федеральной партии. И вот, как правило, всегда там партия выставляет своих лесников, так называемых, да, то есть людей, которые заведомо непроходимые. И, как правило, если определенного человека меняют, то присылают из Москвы сперва исполняющего обязанности, как представитель Путина, как это было при Хамитове, да. Хамитова убрали, прислали Хабирова. Хабиров был исполняющий обязанности главы республики почти год. Он пришел, когда там, в октябре, 12 октября, по-моему, 11 октября, в день республики. И на следующий год, в сентябре месяце, были выборы уже. Он все это время, почти год, был исполняющий обязанности. И здесь то же самое. Представим, что после баймакских событий в марте месяце там
его убирают, присылают какого-нибудь там Табуреткина, Пупкина какого-нибудь, не знаю, с да, ну, какого-нибудь Евкурова, да, там, с башкирской фамилией. Есть, кстати, такой человек, который могу сказать, Марданов, допустим, там, человек, ФСБшник, который с Путиным учился на одном курсе, там, в Москве сейчас сидит, ну, чекист полный в голове, там, только чекизм один, вот, верный, там, путинист и так далее. Представим, прислали бы его, и что было бы? Население бы сразу же, вот, Путин красавчик, он нас услышал, он там за башкир, он отомстил за баймакских, он там, видать, на нашей стороне, вот сейчас новый человек придет, он наведет порядок, он там разберется в коррупции, он там уберет Бадранову. Конечно, новый человек начал бы там расставлять своих людей, да, по-новому начал бы обещать, мы там наведем порядок, мы искореним коррупцию, мы там построим дороги вам, мы там улучшим вам инфраструктуру, вам будет не Техас здесь, а уже Нью-Йорк там и так далее, и так далее. Наговорил бы кучу, и население Башкортостана на 2 года как минимум жило бы этими ожиданиями. Пока не поняли бы, что их в очередной раз просто обманули и кинули, потому что ничего бы не поменялось. Не может ничего поменяться в Республике Башкортостан, кто бы ни пришел к власти, с какой бы фамилией этот человек не был, пусть он там башкир, хоть там 33 поколения у него там, да, там пришел бы к власти в Республике Башкортостан, он не обладает никакими рычагами управления так, чтобы сделать Республику Башкортостан для его жителей какие-то там хорошие условия для жизни. Их просто нету таких рычагов. Как Башкортостан платил 80% доходов в Москву, так бы он и платил бы дальше. Еще бы больше даже старался бы, чтобы как бы показать видимость работы. Как отправляли на войну огромное количество людей, так и отправлял бы он, что бы он сказал бы, нет, я сейчас, меня выбрали главой Республики Башкортостан, и теперь я не буду отправлять, что ли? Вот народ не хочет. Да и фиг бы. Еще как отправлял бы, еще бы, чтобы доверие Путина, чтобы оправдать, еще больше бы отправлял людей. И так далее. Как грабили бы народ, как преследовали оппозицию. Все то же самое, ничего бы не поменялось бы. И народ вот через 2 года бы понял бы, что ничего не меняется. Вновь было бы разочарование. Но вот эти 2 года, которые были бы с момента избрания нового главы республики и до разочарования, вот этот кредит доверия в течение 2 лет, он бы нас оттянул бы очень сильно. Наше национальное движение и вообще самосознание народа в том, что их обманывают конкретно. Но сейчас есть плюс в том, что Хабиров переизбрался на 2-й срок, что народ сразу убедился, что Москва плевать хотела на мнение башкортостанцев, на мнение башкир, плевать хотела на то, что произошел беспредел по баймакским событиям, что убили человека, что посадили больше 80 человек, что Башкортостан занимает 1-е место по количеству погибших на войне, что доходы у нас забирают, что все плохо. Ну, я считаю, это плюс. Чем хуже, тем лучше. Чем быстрее наш народ поймет, что в этой стране, в национальной республике и другие просто коренные народы никто, и рост русской общины в нашей республике — это показатель, я считаю. Вот. Ишмурат Хазрат по моменту того, что, как я только что сказал, как хотел бы, чтобы ты прокомментировал, этот год, прошедший год, скажем так, нас, как мы где-то, наверное, в феврале месяце, в марте месяце мы вышли в 1-е место по Российской Федерации по количеству погибших на войне в Украине, так мы и до конца года и держали эту планку 1-го места среди всех регионов Российской Федерации. И по подсчетам независимых СМИ, год, наконец 2023 года из Республики Башкортостан было погибших где-то около 1700-1800. Это официальных, еще раз говорю, официальных. Неофициальных, как бы никто не знает, их там возможно, невозможно, а точно больше намного. Но официально погибших было где-то 1700-1800. На момент конец 2024 года, через год,
перевалило за 4000. То есть на 2 с лишним тысячи человек за год увеличилось. Вот что ты можешь прокомментировать вообще по этим событиям? Вот, ну, почему башкиры и вообще башкортостанцы, так и не только Башкортостан, но и Татарстан, который тоже в верхних рейтингах по количеству погибших, почему вот они так уверены, идут на войну, почему мы так много умираем? Почему Кавказ, он находится внизу в рейтинге людей, которые там погибли на войне? Трудно дать какой-то один ответ. И, наверное, тут сошлись несколько факторов, несколько компонентов. Материальная заинтересованность, я думаю, это не на последнем месте стоит. Кто-то, может, будет спорить, но на самом деле это не маленькие деньги для тех людей, кого я знаю, лично погибшие там, как они жили, какие у них были возможности те же самые деньги заработать, но где-то в другом месте. Прельстила эта сумма. Во-вторых, менталитет, надо сказать, действительно, Башкортостан он сильно отличается от того же Кавказа. Кавказ пережил войны, потрясения, вот этот прессинг и ФСБ, и МВД, и вообще что такое русская армия, они на себе испытали как бы непосредственно, да, в отличие от наших башкирских агаев. Меня всегда вот это как бы злило. Едешь где-нибудь там в район, у нас Теткуль называется, да, такая глухая деревня, заходишь, висит там в форме с автоматом. Каждый башкирский агай очень сильно гордится тем, что он был когда-то пограничником, ВДВ. Вот это именно культура вообще героики, культура того, что мужчина должен быть солдатом, это очень сильно у нас сидит. Если сравнивать, просто я с разными людьми общаюсь, это тоже сыграло. И тут еще, видишь, воспитание советское, мы с такими же якобы нацистами воюем, вот как деды воевали, да, я тоже там где-то пограничником был, а давай-ка я поеду, да, и деньги не маленькие. Ну вот эти только два фактора я назвал, и туда еще другие тоже можно добавить, но естественно Хабиров и его работа не в последнюю очередь, вот это вот пропаганда. Ну, насчет пропаганды, кстати говоря, для меня тоже это очень интересное явление. В деревнях такими продвигателями СВО стали мужики, которые вообще из себя ничего не представляли. А сейчас я смотрю где-то там фотографии, вот, типа, отправляет своих, то ли там учеников, то ли не знаю кого. Кто его ученики, что, я просто этих мужиков знаю, да, когда он успел таким авторитетом стать. То есть война, вот эта, про которую сказано, кому война, кому мать, действительно, она дает кому-то способ, наверное, самореализоваться. И вот эта вот пропаганда, вербовка, она в Башкортостане, надо отдать должное, действительно хорошо работает. Я в Чеченской Республике никогда, конечно, не был, но что-то мне подсказывает, что там вот такой дикой пропаганды, заметь, именно из низов, ее просто нет. Помнишь, там был такой пост, там какая-то женщина писала, возмущаясь, была я в Чеченской Республике, я что-то вот не заметила, что так уж сильно за СВО. А почему, говорит, в мечетях не делают дуа, мольбы не делают? Почему, говорит, не чувствуется дух в Грозном, что типа служить там это круто? Поэтому я уверен, что в кавказской среде вот эта дикая пропаганда, там, продвигание вот этих плакатов СВО, ее нет, этой пропаганды. А у нас она действительно работает. Вот какие-то национальные особенности тоже, значит, сыграли. Я бы отметил еще здесь, Мурат Хазрат, по поводу того, что деньги. Согласен, что на Башкортостан это распространяется. Почему? Потому что
Ни для кого не секрет, что башкиры очень много из деревень едут на севера, раньше ехали на севера работать. И почему? Потому что нету работы, особенно в Зауралье. И можно понять, почему башкиры едут. Но для меня удивительно, почему Татарстан занимает тоже лидирующие позиции по количеству погибших. Татарстан очень богатая республика, где зарплаты достаточно хорошие. Недавно там выходило видео, достаточно большое про Татарстан, где там у жителей Казани там спрашивали, как зарплаты. Он говорит, у нас очень хорошие зарплаты, мы здесь там намного выше, чем в среднем по России и так далее. То есть вот это удивительно для меня. И вопрос большой насчет татар. И татары, кстати, в этой ситуации, я считаю, что наиболее пострадавшие. Почему? Потому что если Татарстан сейчас приближается к 4000 погибших официальных в самом Татарстане, то есть если это 50% там татар, то это 2000 татар, примерно если поделить, да, это примерно 2000, плюс в республике Башкортостан 1/3 это татары, еще 4000 подели на 1/3, это еще где-то 1300, и татары, получается, очень много потеряли людей своих, что очень печально. По поводу пропаганды, я считаю, что здесь большую роль сыграла именно, правильно ты сказал по поводу фотографий этих, да, то, что мы там в ВДВ служили, мы в погранвойсках служили, каждый год пытаются отмечать это, с флагами там ездят и так далее, наши же башкиры. Но в то же время еще к нам еще со школьных парт внедряли в сознание, что башкиры это воины, которые всегда воевали, и мы там во всех войнах участвовали, северные амуры, это постоянно как пример того, что башкиры воевали там за эту Россию, против там захватчиков, против врагов и так далее. Но всегда надо задаваться, просто, а никто же не задается вопросом, а что мы от этого поимели? Что башкиры поимели от того, что они воевали с Наполеоном? Я уверен, что башкир там погибло очень много. Почему? Потому что тогда башкиры уже тогда воевали с оружием допотопным, можно сказать, когда уже там вовсю были ружья, пушки, то есть там, да, башкиры с луками, со стрелами, успешно, храбро воевали, там, отмечены там. Но кем они отмечены этим Кутузовым? Почему они отмечены? Потому что башкиры смело шли и умирали за эту Москву, в этом Бородино и так далее. Но это ли повод хвалиться нам? Повод ли это для того, чтобы мы теперь, что нас назвали северными амурами, что мы там полегли тысячами в этих землях непонятно где, и кости наших башкирских воинов разбросаны там, начиная от Бородино и заканчивая там Лейпцига. Но это разве гордость? За что мы, башкиры, от этого что-то получили? Мы, вернувшись в наши войска, там, мы какие-то там льготы получили, снизили нам налоги, там, выбрали своего там хана какого-то или что-то. Ничего подобного не было. Нас закрепощали. Поэтому никаких плюсов я в этом не вижу. От того, что мы воевали, и что мы народ воины. Этим, кстати, пользуется пропаганда, когда нам говорят, тот же самый Шаймуратов. Все его сейчас возносят. Недавно пост у нас выходил на сайте Комитета Башкирского национального движения, хороший пост, по поводу Шаймуратова. Мало кто знает, как погиб на самом деле Шаймуратов. Что войска попали в окружение, и когда, чтобы прорваться, вышестоящее командование отправило Шаймуратова в атаку на эти укрепленные позиции немцев, на пулеметы, конницей, саблями, и они погнали туда, и две трети состава дивизии этой погибло. Дивизия тогда насчитывала что-то около 3 с чем-то тысяч человек. Осталось живых 1300. 1300, то есть... Исследования про это. Да. Погибло огромное количество из-за тупого, бездарного командования. Шаймуратов был против этой атаки. Он высказывался против, он говорил, что нужно провести разведку и так далее. Как понять, какие укрепления, откуда бить надо. Нет, его отправили, и он он не просто погиб там где-то под пулями, его взяли в плен, пытали его там и убили в итоге, запытав его.
В чем героизм здесь, когда башкир просто отправили русское командование, чтобы спасти свои задницы, вырваться из окружения, отправили наших башкир умирать за этот русский мир. Ничего я в этом героизма не вижу, что мы заткнули, спасли задницы каких-то там бестолковых генералов. То же самое и с Северным Амурами, то же самое. То, что нас там Кутузов похвалил, ах, вы любезники, любезарно, мои любезные башкирцы, там, вы умерли там тысячами. Не могу эту песню, честно. Да, вы там тысячами умерли, спасибо вам за это, что вы спасли нашу Москву. Нахрен она не нужна, ваша Москва? Нам жизни наших башкир дороже. Вот, и вот эта же пропаганда, вот, возвеличивание наших бездарно погибших башкир, она сегодня и действует на мозги наших молодых башкир, которые так шли. Особенно очень много ушло мобилизованных башкир, мы знаем, там около 20 тысяч наших башкир ушло, ну не только башкир, вообще с Башкортостана. Они уходили как? Они сами пошли в военкомат, получив повестки, там с кураями, с этими, с гармошками, там нарядившись там в буреки, танцевали, плясали, не понимая вообще, куда они едут и какая цель у этой войны. Но почему? Потому что мы любезники, про нас там мы северные амуры, мы шеймуратовцы, мы там то, мы это, мы это. До сих пор ни один мобилизованный не может вернуться с войны. Приезжают в краткосрочные отпуска, их сразу же обратно отправляют. А зэки, которые подписали контракт на полгода, отвоевали, полгода прошло, контракт закончился, вернулись все домой. Вон, сейчас дома чудят. Вернуться, еще новые преступления совершать. Да. Это массово. А мобилизованные не могут вернуться и умирают пачками, тысячами умирают. В чем прикол-то вообще? В чем героизм, вообще не понимаю. И последняя тема, которую я хотел бы обсудить с тобой, Шмурат Хазрат, это за год мы услышали такое массовое явление, как русская община. У нас сперва началась она там в Москве, в русских регионах и докатилась до Республики Башкортостан. И закончилось все, и до сих пор, скажем, идет этот скандал с русской общиной, с этими имперскими флагами. Твое мнение, откуда появилась, для чего появилась эта организация, и что она, какие угрозы несет она нам, башкирам? Организация такого рода не могла появиться сама. Это такой, видно, чисто ФСБшный проект. Община, у которой нет никаких проблем юридического характера, да, и вообще кто они такие? Ну, кто-то сказал бы, вообще непонятно, что они там с ментами делают рейды. Нет, непонятно, как раз таки понятно. Что, любой человек может идти куда-то на рейд с ментами, что ли, и менты им не говорят, ты кто такой, иди отсюда. Еще же не просто идти, они же еще в камуфлированной форме, там, с повязками на лбу. Носок надел на башку кто-то такой, им же не говорят. Да, это понятно, это проект. И этот проект, он ясно показывает, что на сегодняшний день, вот в эти последние пару лет, еще будущие, я не знаю сколько лет, единственный нацизм, который узаконен в России, это русский нацизм. Про это можно много вообще говорить. Был бы этот нацизм, знаешь, вот, Руслан, вот, что меня злит. Ну, были же какие-то там славянофилы, да, в свое время, такие интеллигентные парни вот, в очочках, какие-нибудь на ски заканчивающиеся фамилии у них такие, ну, зато русские настоящие там. Вот. Если бы это были какие-то там интеллигентные парни, не как вот эти там дугинцы, а вот предлагают какой-то альтернативный путь для России, да, какие-то концепции пишут экономические, как нам под тяжестью этих санкций выжить, по примеру там Ирана, Кореи, там, я не знаю кого, да. Вот представим, именно вот такая форма нацизма. А нет, вот эти как бы набирают самую низшую касту людей, да, у них вот что отличает. Я даже хотел так посидеть, нарезку сделать. Люди, которые утробно орут там русские, и все, они больше не могут ничего связать.
есть много видов нацизма в мире, да? И у немцев есть современных, у турков хоть отбавляй, арабский национализм есть. Но они, знаешь, они же вообще, это какие-то другие круги. То там историки, интеллигенты там. А вот этих тупых качков, которые там, кроме как рычать, там, мы русские, да, мы пошли, да, какую-то женщину защитили от ее мужа, да, там. Это кто вообще? Чтоб лезть в семью. Вот ее муж, видите ли, таджик там обижает, мы пришли, разобрались. Вы вообще, что ли? Ты кто такой? Понимаешь? Это вот такой, тупейший проект ФСБшный, я про это уже отдельное видео снимал, который, в принципе, он и начнет тихонько разрушать Россию. Я же говорю, даже самые конченые отморозки из наших сородичей, татары, башкиры, там, дагестанцы, которые еще вот до сих пор не поняли, какая она, русская идея в России. Вот кто не поняли, они, посмотрев на эти всякие русские общины, они поймут, я надеюсь. Что-то еще про них хотел сказать. Может, вспомню, скажу. Короче, вот она, бомба под Россию. Бомба, чтобы ее разорвать. У них какая мечта? Россия для русских. Ты дурак, просто открой карту историческую Россию, открой. Где она, Россия для русских? Ты до каких земель сам откатишься? Смотри, если Россия для русских вы кричите, завтра же буряты скажут Бурятия для бурят, Якутия для якутов и так далее, и все. И где вы? Где-то в Бурятии, что ли, ты будешь доказывать, что это русские, там тоже какой-то вес имеют? В Дагестане, что ли, ты будешь доказывать? В Казахстане, может быть, хотя это не Россия. Здесь бы я еще добавил бы по скандалу, который у нас, то есть, когда ты говоришь, что даже для самых тупых, для самых, не то что тупых, а самых патриотов из Башкир, которые верят там в Путина и так далее, дойдет, что вот эта русская община, это бомба, которая там, что это нацизм настоящий. Но мы видим, что есть и определенные люди из Башкир, которые поддерживают эту русскую общину, поддерживают эту идею русского мира. И прекрасно показано вот этим примером, который недавно произошел у нас в Бурзянском районе, когда 4 парня, с чего вдруг они сфотографировались с этим имперским флагом, непонятно. Но в итоге они сфотографировались, кто их надоумил на это, не знаю. Но все это потом завернулось в скандал, когда их попросили извиниться. Но это все потом извернули так, что как будто бы их заставили, угрожали. И сейчас на тех ребят, которые просили их извиниться, звонили им, говорили, заведено уголовное дело. И мне здесь хочется сказать, что вот эти 4 парня, которые сфотографировались с этим имперским флагом изначально, и из-за которых сейчас сидят нормальные башкиры, на которых заведено уголовное дело, якобы, еще раз повторюсь, что эти парни, которые сейчас сидят, заставляли под угрозой там насилия сфотографироваться там с башкирским флагом и записать извинения там, да, публичные. В суде, то есть, если есть уголовное дело, значит в суде должны быть доказательства того, что вас, я обращаюсь к этим четырем парням, что вас под угрозой там, насилия заставили сфотографироваться с башкирским флагом и принести извинения публичные. То есть вы, либо вы должны, получается, либо вы как бы дали показания на этих парней, тем самым их подставив под уголовное дело. Если это так, это очень печально, и тем самым как бы нет вам прощения. А если вы не подтвердили это, и все нормально, то я думаю, что этих парней выпустят, что ничего им не будет. Тут все зависит от этих 4 парней. Но, заканчивая как бы эту тему, я хочу сказать, что башкиры все-таки не остались в стороне. В итоге ответ от башкир был, и недавно видео было, как возле Бурзянского, стелы Бурзянского района сожгли имперский флаг. Это был как бы ответ на все то, что произошло
И я вижу, что наши местные русские общинники, вот эти вот там Кузнецовы и так далее, там русская Башкирия, молчат по этому поводу. Но это видео с сожжением имперского флага выложили в такой большой крупный нацистский канал, Рядовка называется. И там уже за 1000 комментариев, как пуканы рвутся у этих русских нацистов. Там, всех башкир надо там посадить, уничтожить, там, выгнать их, алянями, короче. Вот. Я думаю, что вот это показатель, я так считаю, что башкиры не сдались, башкиры все-таки будут оказывать сопротивление всей этой русской общине, и действительно до самых наивных, я так скажу, до самых наивных дойдет, что русская община и вообще вся эта система имперская из Москвы – это угроза, это большая угроза для нас, для башкир. Вот, но мы уже проговорили больше часа, и Ишмурат Хазрат, еще 10 минут на что ты ждешь от следующего года, от этого года, от начавшегося 2025 года. Ну, сначала коротко про ожидания и в конце небольшое пожелание тем, кто смотрит, нашим сородичам, башкирам. Ну, к сожалению, конечно, шутки неуместны, наверное, но если вспомнить вот эту комедию «Собачье сердце», там, помнишь, пели же эти в Дом управления тяжелые в полголоса, тихо так. Да, типа тяжелые времена проходят, что ли, и те, которые придут, будут еще тяжелее. Там, вот примерно, 2025 год, нет никаких предпосылок. Я не вижу, так, по анализу, что как-то в лучшую сторону он должен будет измениться. Почему-то вот чуть ли не молятся, вот эта суверенная Россия, россияне, как-то они на Трампа, сейчас Трамп придет, там, когда уже вступит в должность 20 января, что он там и войну закончит, и санкции снимут. На самом деле, какие-то наивные ожидания у людей. Это отдельная тема. Санкции, они так быстро не снимаются, и даже если снимаются, их последствия так быстро не проходят. Вот этот 25-й год, чтобы принес облегчение, даже если вот через месяц остановится война, да, война-то остановится, но сколько уже поломанных мозгов. Вот эта схватка Якута с ВСУшником, которая облетела интернет. Я же написал у себя на канале. Так эти же ребята вернутся же. Они что, менеджерами? Он что, смартфоны пойдет продавать, что ли? Газелистом пойдет, да, где его там будет материть какой-нибудь. И таких людей по подсчетам там что-то около 500 тысяч на Россию. Вот таких. Кто в рукопашных зубами кого-то рвал. Такие. Убийцы. Машина убийства, да? Таких будет много, поэтому не просто так, ни 25-й, ни 26-й год, я не вижу на горизонте каких-то там лучей восходящего солнца. К сожалению, конечно, мы не должны быть такими совсем пессимистами, но как факт, просто смотришь, кладешь перед собой карту событий и делаешь вывод. И в конце нашим зрителям общим, башкорт-тарга, башкирам, иногда вот чувствуется какие-то, такое упадническое настроение. Но не в последнюю очередь, наверное, видят всякие там ролики с русской общиной. Ишмурат Хазрат, агар башкорт-тарга именно обращение, это башкортца эйт. Хорошо. Руслан говорит, лучше озвучить на башкирском. Кстати говоря, иногда в комментарии прибегают там, да, вы вот сами, у вас даже языка нет, вы говорите там на русском. Мы говорим на русском, потому что мы хотим дотянуться до всех, в том числе и до врагов, чтобы они это слышали. А так мы вели бы эфир и на башкирском. Башкорттарға айтырға булгак егеттер төшкүнкүлеккә бирелмәгез. Альхамдулилля, біз шундай халық, біз бірнеше империяға яназа оқынык.
һәм теге яназа укынып кына түгел, без үзебез катнаштык. Без ана шул яназаны күтәреп апарып, без ерләп кайттык бернисә империяны. Менә шундый вакыт киләсәк, без барыр еңеп сыгабыз. Әлеге көндә үзегезне хаклагыз, күбрәк балалар табыгыз, балаларыгызны тәрбияләгез. Бер катсан да уйламагыз, без еңелдек дип. Алла Тәала кемгә ярдәм бирә, шул еңәсәк, иншалла. Без еңәсәк. Әлеге көндә моны 2-3 кеше калган. Дөреслекте әйтеп утыручы, дөреслек өчен көрәшүче. Һез генә түгел, без бар ситилдә. Без ситилдә барыр, нимәләр эшләсәк без. Һезгә бөтә ишекләрне япалар да, без үзебезнең эшебезне бында туктатмайсак. Шуга төшенкелеккә бирелмәгез, егетләр, без иншалла еңәсәк без. Амин. Шулай булсын. Башкортларга шул Ишмурат хәзрәттән обращение булды. Шуга на этом, наверное, все. Спасибо, рахмет, Ишмурат хәзрәт. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Ишмурат хәзрәта. Ссылка будет на его YouTube канал, на Telegram канал у меня в описании. На этом все. Хау булыгыз, хөрмәтле милләттәшләр. Рахмат.